Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. Строящийся храм всех святых в Якутске в честь Дня Победы осветили сегодня. Ветеранов на самоизоляции продолжают поздравлять песнями, которые поют всем двором. Единственное, что омрачает праздник – это пандемия. В Якутии за сутки коронавирус нашли у 40 человек. Сегодня в день 75-летия Великой Победы руководитель региона А.С. Николаев и владыка якутский и ленский Роман осветили купол и крест строящегося храма всех святых в Якутске. Первую сваю храма в районе аэропорта заложили 5 лет назад. Церковь строят всем миром на пожертвования прихожан, поэтому обозначить точную дату открытия пока невозможно. Память о фронтовиках, о тех, кто погиб на фронтах войны, кого уже сегодня вместе с нами нет, она должна быть жива. И в том числе вот через такие прекрасные храмы, которые мы воздвигаем на нашей российской земле. Купол этого храма будет самым большим в Якутии. Самым большим в Якутии. Он в диаметре 7 метров и 7 метров высоты. Таковых куполов не было до ныне. Мы благодарим всех, кто помог нам. Всероссийская акция «Поем двором» проходит в Якутске. Праздник для ветеранов на самоизоляции начали организовывать вчера. Активисты обошли 21 двор. На одном из адресов находится и наш корреспондент Полина Долинская. Полина, какие песни исполнили для ветеранов? К сожалению, связь с нашим корреспондентом прервалась. В ближайшее время мы наладим и вернемся к главным новостям по поводу песен во дворах. Итак, ситуации о коронавирусе в Якутии за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания. Из них 37 в Якутске и по одному в Хангаласском, Горном и Устьянском районах. Сейчас идет отработка контактов. Кроме того, за сутки выздоровело и выписалось из больниц 14 человек. Из них 2 в Нерюнгри, по одному в Алдане и Ленске. 10 пациентов выписали в Якутске. 4 из них – это вахтовые рабочие Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Между тем, вывоз вахтовых рабочих с Чаинды продолжается. Сегодня вылетели еще 4,5 сотни человек 4 спецрейсами, организованными компанией «Стройтрансгаз». Это жители Казани, Перми, Ижевска и Омска, у которых закончилась вахта и имеются отрицательные анализы на COVID-19. Всего выполнено 20 рейсов, вывезено свыше 2000 человек. О том, как производится вывоз и какие методы безопасности при этом применяются, расскажет наш мирнинский корреспондент Марфелина Алексеева. Начиная с 3 мая вывезено около 2000 работников, которые завершили свою вахтовую смену. Авиакомпания «Якутия» выполняет рейсы с аэропортов города Мирного и Талакан. Для спецрейсов был разработан особый режим регистрации и досмотра пассажиров. В целях безопасности, для того, чтобы исключить контакт жителей города Мирного с работниками Чаиндинского месторождения, было решено проводить регистрацию прямо под открытым небом у борта самолета. Уже сегодня еще 160 работников наконец полетят домой. После 18-часовой поездки с месторождения до аэропорта города Мирного работников высаживают у самого борта самолета. На протяжении всей поездки они находятся в защитных масках, очках и костюмах. Они сразу заезжают, пассажиры, и досматриваются непосредственно. И все операции с этими пассажирами производятся у борта. А маршруты следования разные. Вывозятся пассажиры партиями по месту жительства. То есть это был Магнитогорск, Томск, а сегодня Уфа. Экипаж также соблюдает все меры безопасности. Помимо усиленной дезинфекции салона, во время перелета специалисты находятся в специальных защитных костюмах. Команда отмечает, что рады быть причастными к перевозке пассажиров, которые попали в непростую ситуацию. Людей нельзя бросать в беде. И нельзя так отделять чужие, свои. Мы все живем в одной стране и должны помогать. Во время полета мы находимся все в масках, в защитных очках. Конечно, есть небольшие сложности, но это наше здоровье, и
мы как-то стараемся не снимать маски во время полета. Несмотря на непростые условия и многочасовую перевозку, настроение и самочувствие у вахтовиков отличное. Сколько вы ждали этого момента, чтобы вас отправили домой? 3 недели, да? Да, 3 недели. Ну, а вообще как настрой? Веселый. Домой. Да, начали вывозить, и настроение появилось сразу. Волнуются, переживают, конечно. Ждут дома. Ежедневно производится несколько спецрейсов в разные регионы России. Вывоз работников планируется производить до 10 мая. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Возвращаемся к главной теме дня – Дню Победы. Песни военных лет сейчас исполняют в разных частях города. Ветеранов поздравляют, в частности, на Петра Алексеева, 21/3. Там находится наш корреспондент Александр Хавренко. Он тоже вышел на прямую связь со студией и готов рассказать подробности. Александр, тебе слово. Приветствую, коллеги. Мы сейчас находимся в одном из дворов по улице Петра Алексеева. И в доме, который за моей спиной, в этом доме проживают 2 ветерана Великой Отечественной войны. Это Валентина Васильевна Ефремова и Петр Прокопьевич Рыбкин. В связи с нынешней ситуацией и с такими не очень хорошими погодными условиями было принято решение провести акцию «Поем двором». Во двор приехала машина с музыкальным оборудованием. И, как вы сейчас, наверное, слышите, звучит песня, знаменитая песня «Синий платочек». И это поздравление для ветеранов и всех жителей дома, которых вы можете видеть в большом количестве на балконах, в окнах. Их призывают петь вместе всем двором. Акция проходит в Якутске во многих дворах. Вот сейчас мы находимся на Петра Алексеева. Также несколько машин еще по городу. Есть один на 202 микрорайоне, 203 микрорайоне и по центру города. Мы призываем всех людей, кто сейчас находится, кто узнал свой дом, пожалуйста, подойдите к окну, выйдите на балкон, откройте окна, выйдите на балкон и давайте все вместе споем знаменитую песню и поздравим наших уважаемых, наших дорогих ветеранов с этим светлым, с этим дорогим, с этим нашим любимым праздником Днем Победы. Коллеги, у меня все. Да, Александр, спасибо за информацию. Напомню нашим телезрителям, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Александр Хавренко. Я напомню, что акция «Поем двором» является всероссийской. Праздник для ветеранов на самоизоляции начали организовывать еще вчера. Активисты обошли 21 двор. На одном из адресов сейчас также находится и наш корреспондент Полина Долинская. Мы восстановили с ней связь. Полина, какие песни исполнили для ветеранов? Василий, здравствуй. На протяжении 2 дней, 8 и 9 мая, во дворах нашей столицы проходит акция «Поем всем двором» специально для ветеранов. На протяжении этих 2 дней акция будет посвящена для 43 героев Великой Отечественной войны, которые проживают на территории нашего города. Сейчас мы находимся в одном из дворов на 203-м микрорайоне, где артисты филармонии поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Кузнецова Василия Прокопьевича. Можно увидеть, как проходит концерт, как ее воспринимают люди, как люди выходят на балконы и как подготовлен весь двор. Сейчас мы можем переговорить со старостой Натальей Луковцевой, старостой двора, и она может рассказать нам, как жители подготовились именно к этой акции. Наталья, расскажите, пожалуйста, как жители подготовились к акции, как они украшали дом и какой отклик получила именно эта акция? Сегодня 203-й микрорайон присоединяется к всероссийской акции «Поем двором для ветерана». Жители с большим воодушевлением и радостью подключились к этой замечательной акции. Украшали свои подъезды, окна, свои лифты, балконы, всей семьей принимали участие от мала до велика. Наш микрорайон буквально сегодня расцвел. И несмотря на изоляцию, никакая пандемия не может сломить наш дух, потому что в наших жилах течет кровь победителей, которые ценой своей жизни возвращали мир и покой в родные земли. И мы всегда должны хранить наш хрупкий и светлый мир. Сегодня в нашем микрорайоне огромная радость. Мы говорим слова огромной благодарности всем ветеранам и очень гордимся, что в нашем микрорайоне живут ветераны войны. Большое вам спасибо.
Песни, которые знакомы нам детства, песни военных лет, они подпеваются всем двором. Люди выходят на балконы. Люди выходят на балконы, люди активно принимают участие, несмотря на то, что мы не можем выйти на улицу и быть в этот момент вместе. Друзья, товарищи, все в этот день объединились именно с целью поздравить ветеранов с этой замечательной датой, 75-летним юбилеем Победы. На этом у меня все. Василий, передаю тебе слово. Да, Полина, спасибо за обзоры, за информацию. Ну а мы переходим к празднованию в районах. Мемориал погибшим и умершим участникам Великой Отечественной войны теперь есть в поселке Нюя Ленского района. Он построен на средства нюйцев и благотворителей. С подробностями наш корреспондент Анна Кожевникова. Их имена бессмертны. Под этой надписью собрана 221 фамилия воинов. Тех, кто сложил головы на полях сражений Великой Отечественной войны. И тех, кто вернулся и восстанавливал страну в тяжелые послевоенные годы. О своих дедах и прадедах нюйцы не забывают. Инициатором возведения мемориала стал уроженец Нюи, ныне глава города Ленска Александр Харунов. Для меня это в первую очередь память о тех людях, которые воевали, которые защищали нашу страну, благодаря которым мы сегодня вообще живем на этом свете. Ну и на этом мемориальном комплексе есть фамилии двух моего деда и второго деда. Я им внучатый племянник, поэтому мне вдвойне приятно, что вот данное событие состоялось. Памятник возведен возле обелиска, который в 1970 году был установлен также по инициативе неравнодушных жителей Нюи. Сверху мемориальный комплекс выглядит в виде пилотки. Это задумка архитектора. 1 700 000 сумма вся получается. Мы на 400 000 приобрели вот эти мемориальные плиты, 282 000 это с бюджета и 117 000 жителей. Огромное спасибо всем, кто принял участие в строительстве, кто помог нам деньгами. Средств у нас нету. Жители наши собрали 117 800 рублей. И всем огромное спасибо. И ленчан мы благодарим многих. Несмотря на трудную ситуацию в стране, было принято решение открыть памятник накануне Дня Победы. Но скромно, без пышного торжества и приглашения общественности. Однако многие нюйцы пришли возложить цветы. С наступающим 75-летним юбилеем Великой Победы над фашистами поздравили нюйцев главный военный комиссар Ленского района Юрий Шумилов, настоятель храма святителя Иннокентия Московского отец Анатолий, председатель Совета ветеранов Раиса Баракова. А почетный караул троекратным залпом завершил митинг в честь торжественного открытия мемориала. Анна Кожевникова, Денис Семенов, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу пока все. Далее эфир нашего телеканала продолжит запись сегодняшнего возложения цветов к монументу воинам-победителям на площади Победы в Якутске. Не переключайтесь.